(9:02) в Башкирии. В эфире программа «Аспекты Республики». У микрофона Дмитрий Колпаков. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Свои комментарии и вопросы можете оставлять в чате трансляции в YouTube, Одноклассники и ВКонтакте. Сегодня у нас обзор прессы. Небольшой фрагмент из вчерашней программы «Аспекты мнений». А сейчас мы перейдем к чтению прессы. Экс-начальника ГКУ хозяйственного управления отправили под домашний арест. Это заголовок сегодняшнего «Коммерсанта» в Уфе. Советский райсуд Уфы отправил под домашний арест до 12 февраля заместителя директора ГКУ хозяйственного управления при управлении делами администрации главы Башкирии Алексея Глисвамова. По данным «Коммерсанта», ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. А также по данным портала САПКОР-02, Алексей Глисвамов может быть связан с уголовным делом о закупке пиксельных елок, который в августе возбудил второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР. Как тогда сообщала пресс-служба республиканской прокуратуры, в ноябре 2019 года хозяйственное управление заключило госконтракт на поставку елок стоимостью 115 миллионов рублей с единственным поставщиком подмосковным Clearlight Rus. Проверка показала, что сделка заключалась на неконкурентной основе и по завышенной цене. Ущерб бюджету республики тогда составил 24 миллиона рублей. Ранее, в декабре 2020 года, республиканская УФАС обязала Clearlight Rus вернуть в федеральный бюджет 115 миллионов рублей. Комиссия антимонопольного ведомства установила, что конструкции были поставлены через Беларусь, через 3 посредников, в результате чего их стоимость на 80% превысила цену производителя, сообщает «Коммерсант». В июле 2021 года арбитражный суд Башкирии оставил решение УФАС о возврате денег в силе. А я от своего имени добавлю, что вот это дело о елках и Clearlight Rus ранее поднимала в публичной плоскости Лилия Чанышева, координатор уже закрытого штаба Алексея Навального, запрещенного, признанного экстремистским и террористским. Сама Лилия Чанышева находится сейчас в СИЗО города Москвы. Также под следствием о руководстве, по-моему, террористической организации, что-то такое. Это благодаря ее активности это дело было рассмотрено УФАС, а позже уже и передано в суд. Новости из той же серии. Почти что накануне закончилось судебное заседание длиной в полгода между компанией ЮТР «Вертолетные услуги» и Республиканским фондом социальных целевых программ, сообщает портал УФА-1. Как выяснилось из материалов дела, власти Башкирии долгое время летали на премиальном транспорте в долг. Первоначально иск с требованием возместить 198 миллионов рублей компания подала еще в июне этого года. Позже к делу подключились третье лицо в виде транспортного управления республики. Истец неоднократно изъявлял желание заключить мировое соглашение, однако этот вопрос оттягивался. В итоге все решилось в юридическом порядке. Суд обязал фонд социальных целевых программ выплатить 161 миллион рублей с основного долга, 16,5 миллионов рублей процента за пользование коммерческим кредитом и еще 7,5 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. По данным из картотеки арбитражных дел, вчера, то есть уже позавчера, 12 декабря, ЮТР «Вертолетные услуги» подали еще один иск, в этот раз с требованием возместить дополнительные 72,3 миллиона рублей. Сейчас документ находится на стадии рассмотрения. Стоит отметить, как отмечает портал УФА-1, что на портале госзакупок связи между организацией и фондом не было, поэтому откуда ранее брали средства, неизвестно. Ну, действительно уже отмечал, что непонятно, на какие средства оплачивается вертолетное такси. Насколько мы знаем, у главы республики есть собственный вертолет, и, в принципе, чиновники, по-моему, тоже им пользуются. Для чего тогда привлекался ЮТР, непонятно. Из этой же серии портал Пруфы. Что-то у нас новости о госзакупках не заканчиваются. Портал Пруфы рассказал историю о автомобиле марки Toyota Land Cruiser 300 с номерными знаками серии 3 Анны, с регистрационным номером 02, который через соответствующие поиски показал, что данный внедорожник выпуска конца 2021 года стоит на балансе ГКУ транспортного управления республики, то есть гаража Башкирского Белого дома.
Поиски на сайте государственных закупок по приобретению данного автомобиля ничего не дали, сообщают Пруфы. Стоимость данного люксового автомобиля составляет около 11,5 миллионов рублей. При этом верхний уровень лимита, по которому, согласно специальному распоряжению регионального правительства, разрешено покупать автомобили на нужды чиновников и органов власти, сегодня в 5-6 раз меньше. Исключение из данного лимита касаются лишь первых лиц республики. Однако в любом случае такая закупка может быть осуществлена только через процедуру госзакупок. Ильяс Баширов нам пишет: где елки, там и волки. Ну да, это вы о елках. Кстати, насколько я помню, уже в некоторых городах жалуются, что эти елки как-то неправильно уже собираются, то ли уже просто они изношенные настолько, что даже их собрать толком не могут. Продолжаем историю с автомобилем. В общем, портал Пруфа направил запрос к директору транспортного управления Георгию Иванову. Вот что пишет портал. Мы интересовались, из бюджета ли выделены средства на покупку данного автомобиля. А вот ответ за подписью господина Иванова обескуражил. Как нам кажется, нас просто и нагло, беспардонно попытались обмануть. В ответ на наш запрос было сказано, что данный автомобиль находится в оперативном управлении ГКУ, а его закупка не проводилась. Ну, тогда, соответственно, как бы вопрос такой, да, как вы его тогда получили? И тут Пруф вспоминает такую ранее существовавшую практику, когда госпредприятие или предприятие с уставным капиталом, где находится государство, закупает люксовые автомобили и передает их в гараж Белого дома. Так было с автомобилем Mercedes, насколько я помню, Башспирт закупал премиальный автомобиль и передал его в гараж, когда еще был Рустем Хамитов. Кстати, портал Пруфы также стало известно, что государственный санаторий Янгантау планирует закупку Toyota Land Cruiser Prado за 11,6 миллионов рублей. Что-то нам подсказывает, что здравница столь дорогой автомобиль ни к чему. Поэтому будем следить за его судьбой, обещают Пруфы. РБК Уфе. Законодатели Поволжья обратились в Госдуму и Совет Федерации с просьбой дать региону полномочия для борьбы с так называемыми наливайками. Ну, наливайки, это имеется в виду небольшие магазинчики по розливу алкогольных напитков. Как правило, они находятся на первых этажах жилых домов. Такое решение принято на заседании Ассоциации законодательных органов власти и субъектов ПФО, сообщил вице-спикер парламента Башкирии Рустам Ишмухаметов. Ассоциация направит обращение председателю Софеда Валентине Матвиенко и главе Госдумы Вячеславу Володину. Ну, вот, как видите, наших законодателей как бы не оставляет тема спиртного. То они вводят сухие дни, то вот теперь уже снова борются с наливайками. Напомню, что это вторая волна. Несколько лет назад они также боролись с такими пивточками и, по-моему, выкосили половину после этого. Регионы просят изменить федеральное законодательство, упорядочить правила продажи алкоголя и приказания услуг общепита и разрешить субъектам устанавливать дополнительные ограничения для реализации спиртного. Далее идет прямая речь господина Ишмухаметова. Это необходимо для решения проблемы так называемых наливаек, многочисленных баров, рюмочных и прочих подобных заведений, под которые часто маскируются обычные продуктовые магазины. Понятно, что такие места притягивают асоциальных личностей, ухудшают криминогенную обстановку, словом, наносят вред здоровью нашего общества, и многие жители республики справедливо жалуются на них. Сейчас регионам по закону позволено вводить ограничения только в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей. В Башкирии несколько лет назад минимальная площадь зала была увеличена до 25 квадратных метров. Однако это не позволило полностью решить проблему наливаек. Поддержка инициативы с Софедом и Госдумой позволит принимать необходимые ограничительные законы в регионах, что приведет к исчезновению таких точек продаж, ответил вице-спикер. Ну, я вот не понимаю, зачем снова бороться с бизнесом, когда просто можно его регулировать, а не уничтожать. Далее там же РБК Уфа. Федеральная антимонопольная служба приостановила торги мэрии Уфы на заключение энергосервисного контракта по жалобе Донской строительной компании из Ростова-на-Дону. Рассмотрение жалобы назначено на сегодня, на 15 декабря. Заявитель отмечает, что администрация допустила в закупочной документации сразу несколько нарушений, которые могут привести к ограничению прав участников закупки и ограничить их число. В частности, компания указала на избыточные требования
к устанавливаемому в рамках энергосервисного контракта светильникам. Кроме того, организация отмечает противоречия в сроках выполнения работ и достижения экономии электроэнергии. Также заявитель указывает, что размер уставного капитала участников торгов никак не может быть критерием для оценки их заявок. Компания просит ФАС проверить закупочную документацию и обязать Уфимскую мэрию устранить выявленные нарушения, пишет РПК Уфа. По мнению управляющего партнера юридической компании Икирта, партнера Павла Икирта, удовлетворение жалобы в данном случае маловероятно, сообщает РБК. Ну что же, будем следить за этим заходом этого дела. В Уфе выявляют незаконные торговые объекты, сообщает администрация Октябрьского района, точнее ее пресс-служба. Комиссия по выявлению самовольно установленных торговых объектов в Октябрьском районе продолжает свои рейды. Ну, не только, скажем, в Октябрьском районе, на самом деле, по всем 7 районам. Сотрудники выявили еще 6 незаконных НТО, которые были установлены по улице Шафиева, на проспекте Октября. Помимо этого передали предписание о добровольном демонтаже собственникам объектов, расположенных по улицам Комсомольской, Российской, Парковой, Рыльского. Если нелегальные НТО останутся на своих местах, будет принято решение о принудительном демонтаже. В планах комиссии охват всех незаконных НТО Октябрьского района с их последующей ликвидацией. Ну, это вот опять же, это борьба с бизнесом, с малым бизнесом. Непонятно, для чего сейчас это делать. Я понимаю, что зачищается улица 450-летия, но как бы, мне кажется, этот процесс стоит притормозить. И так в экономике проблемы, а здесь еще и это. РБК сообщает, что в Уфе может появиться музей предпринимательства. Ну да, видимо, мемориальный. Вот после всех этих дел. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров предложил создать в Уфе музей предпринимательства. Об этом он сообщил на Международной неделе бизнеса в Уфе. Предпринимательской деятельности необходима популяризация. Мы создали альманах, теперь нужен и музей. Нужно обсудить и решить, как это будет лучше и быстрее сделать, сказал господин Назаров. Председатель Союза предпринимателей Уфы Инга Мусина в разговоре с РБК поддержала идею создания музея. Далее прямая речь. Мы все равно рано или поздно к этому пришли бы. У нас есть премия «Лучший предприниматель». Ее наконец-то учредили официально. Людям, особенно подрастающему поколению, нужно знать, как зародилось предпринимательство, откуда все пошло, что оно под собой подразумевает, какие усилия нужно прилагать, чтобы стать предпринимателем. Ну, от себя добавлю, по всей видимости, какие усилия. Это поставить торговую точку, чтобы потом администрация Октябрьского района ее снесла. Ну, это так уже от себя. Где будет этот музей, неизвестно. Башкирская содовая компания вложит в модернизацию 66 миллиардов рублей. Это мы там же на сайте РБК находимся. Башкирская содовая компания вложит, значит, 66 миллиардов рублей. В ближайшее время будет утверждена программа развития предприятия до 2031 года. Об этом на той же самой Международной неделе бизнеса сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Далее прямая речь. Одним из основных направлений развития сейчас является модернизация действующих производств. Практически более 40 лет большая часть производства не модернизировалась в полной мере. Поэтому сейчас нужно существенно повысить эффективность и экологичность. Планируется направить более 66 миллиардов рублей. Эта цифра соответствует масштабам и задачам. Один из перспективных проектов – это рекультивация белых морей. Я вам напомню, что на прошлой неделе у нас в гостях был координатор движения Стерлитамак Дыши Вадим Искандаров, который, в принципе, говорил о том же самом, что, по всей видимости, долгое время, долгие годы очистные сооружения Южного промузла, заводов Южного промузла не модернизировались, поэтому жители городов Стерлитамака, Салавата и Шимбая просто задыхаются, им нечем дышать. Но мы, как видим, частично косвенно власти признают эту проблему. По словам главы Кабмина, отстойники дистиллированной жидкости БСК представляют собой существенную экологическую проблему. Я напомню, что он говорит о белых морях. Это такие бассейны, куда закачивается дистиллированная жидкость уже буквально десятилетиями. Отходы основного производства компании накапливаются десятилетиями. Программа предусмотрена, что белые моря будут полностью рекультивированы до 2023 года. При этом отходы будут переработаны в дорожный материал, сообщил генеральный директор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов. Совместно с компанией ВПРФ, это его цитата, мы разработали технологии переработки наших отходов, вяжущие средства для отсыпки дорог общего пользования. За эти 2 года мы с республикой решили как минимум 2 вопроса. Первое, мы переработали наши отходы в товарный продукт. Второе,
разработали дорожную карту по рекультивации белых морей. В настоящее время мы уже приступили к работе. Весной перестанем подавать дистиллированную жидкость. Белые моря перейдут в естественный процесс осушения. После осушения будет засыпано несколько слоев инертных материалов. Финалом будет земля и высадка деревьев. Я думаю, это будет вишня. Скоро вместо белых морей мы увидим вишневые сады, сказал Давыдов. Ну что же, Антон Павлович Чехов, Вишневый сад и БСК. Про эти осушения белых морей, про дорожные материалы мы тоже уже не первый год слышим. Я, насколько помню, сразу после событий на Куштау заявлялось о том, что белые моря будут осушены и переработаны в какой-то аналог Бионорда. Ну, по крайней мере, об этом также говорилось на самых высоких уровнях. Также, как шутит в соцсетях, можно пляж открыть, так как вода на белых морях, как на Мальдивах, голубого цвета. Я приветствую Руслана Гильманова. Он нам пишет: «Салям, Башкортостан». Вернемся. ЮТВ. Во всех школах Башкирии для борьбы с буллингом хотят создать театры. Я напомню, что под буллингом подразумевается травля детей самими же детьми. Во время круглого стола профилактика буллинга и кибербуллинга в школьной среде была затронута тема создания школьных театров во всех школах республики. Со слов замминистра образования Башкирии Инессы Косолаповой, благодаря им можно будет не только привлекать учащихся к творческой деятельности, но и предотвращать новые случаи травли. Цитата. «С одной стороны, в каждой школе появится театр, а с другой это позволит провести профилактику буллинговых проявлений. Давайте это соединим». Тут нам пишет пользователь Михаил Николаев. Говорят, что он имеет в виду, видимо, господина Давыдова, перебирается в Москву. Нет, ничего об этом не известно. Если бы это было так, я думаю, он бы сейчас не делал таких громких обещаний, громких заявлений. Не думаю, что это так. Во время круглого стола также отметили, что для борьбы с буллингом в стенах школ стоит привлекать выпускников педагогических вузов и колледжей. Ожидается, что это поможет в работе классным руководителям и школьным психологам, которых не хватает в учебных заведениях. Ну, не знаю, как можно театром победить буллинг в школе. Если у вас есть какие-то замечания, комментарии, пишите, пожалуйста. Здесь мы сделаем небольшой перерыв. Вчера в гостях у моего коллеги Разифа Абдуллина был заместитель министра экологии и природопользования Республики Шамиль Фарахов. Послушаем небольшой фрагмент эфира программы «Аспекты мнений», в котором обсуждалась мусорная реформа. Как вы оцените ход мусорной реформы в Башкирии в целом? Я применю метод плагиата и воспользуюсь оценкой, которую дал Ради Фаридович Хабиров на одном из совещаний в правительстве. Он оценил ход реформы сферы обращения с ТКО в Республике Башкортостан на 4. Наше министерство считает это высокой оценкой и считает это авансом. А что это такое 4, в вашем понимании? 4 – это то, что основные показатели национального проекта экологии в Республике Башкортостан по состоянию на 2022 год достигнуть удалось. И сделать удалось очень много. Если мы вернемся в прошлое, к началу 2019 года, то мы поймем, насколько далеко мы ушли от той ситуации, которая присутствовала в республике в сфере обращения с ТКО, и к чему мы пришли. Мы охватили плановым регулярным вывозом твердокоммунальных отходов практически все муниципальные образования Республики Башкортостан, за исключением тех сельских поселений, тех населенных пунктов, где численность населения менее 15 человек. Это уже не является системной проблемой, это проблема, которая носит индивидуальный характер. То есть это можно отнести к результатам этой реформы? Совершенно верно. 3 раза увеличилось количество оборудованных контейнерных площадок. Вот представьте, да, с 8 тысяч до 25 с лишним. В 3 раза увеличилось количество контейнеров для складирования твердокоммунальных отходов на вот этих вот площадках. И причем это же промежуточный итог. То есть нам и дальше необходимо оборудовать достаточно большое количество контейнерных площадок, там, где их не было вообще, а там, где они были и не отвечают современным требованиям Санпин, который установлен для контейнерных площадок, а это в обязательном порядке твердое замощение, в обязательном порядке ограждение с 3 сторон, навес в избежание попадания атмосферных осадков внутрь контейнеров, пандус, поскольку мы сейчас стремимся 100% заместить на старые металлические контейнеры. Вот это все делается. Ну, давайте тогда хорошо. Вот паспорт национального проекта экологии содержит 5 основных показателей на 2022 год, которые должны быть достигнуты. Это доля направленных на утилизацию отходов. В общей массе образованных твердокоммунальных отходов было по плану 5,8, мы достигли 6,3. Да, цифра маленькая. Это проценты? Да, из 100% отходов, которые образуются, мы только 6,3% отходов утилизируем. Но, с другой стороны, мы понимаем, что эта цифра не совсем объективна, поскольку ряд предприятий-утилизаторов
вторичных материальных ресурсов вне поля нашего зрения ввиду того, что они не представляют официальную государственную отчетность за 2ТП отходы. Тут вопрос на грани и налогового законодательства, и стимулирования таких предприятий для того, чтобы им было выгодно выйти из серой тени. Мы их не видим, потому что мы не видим от них отчетов. Дальше. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и сортировку в общей массе. Плановый показатель был 38,3. Мы достигли 46,6. По данным рекоператоров, у нас получается из 100 тонн отходов, условно говоря, 46,6 тонн поступает на сортировку. Но, к сожалению, обратите внимание, какая огромная цифра, 53,4. Да, больше половины. Отходы просто идут на полигоны и захораниваются без извлечения из них полезных фракций, которые обязаны быть извлечены. Доля, направленных на захоронение твердокоммунальных отходов в общей массе образованных, прошедших сортировку, показали 94,2, 93,7. Это хорошо, потому что чем меньше, тем лучше. Но тоже это говорит о том, что мы очень много захораниваем. А насколько у нас полигоны на данный момент загружены? Есть полигоны, которые должны закрыться уже через год, через два. Безусловно, на их место к моменту закрытия, исчерпания их проектной мощности, исчерпания фактического наполнения. Ведь полигон же тоже может содержать по-разному. Если по всем правилам содержать полигон... А здесь чья зона ответственности? Рекоператоры, которые отвечают за конкретную вообще, территорию? Рекоператор отвечает за свою зону. Он отвечает за организацию обращения с твердыми коммунальными отходами. То есть, если он понимает, что у него полигон переполнен будет через год-два, условно, он должен готовить какую-то новую площадку? Региональные операторы не разрабатывают и не утверждают инвестиционную программу. Это прямо предусмотрено 424 федеральным постановлением. Инвестиционные программы разрабатывают и утверждают, и их исполняют операторы по обращению с ТКО. Это организации, эксплуатирующие мусоросортировочные комплексы, организации, осуществляющие содержание полигонов ТКО. Да, это, скажем так, их партнеры, их операторы. То есть региональный оператор не обязан сам именно осуществлять вывоз, не обязан именно сам осуществлять захоронение отходов, но он обязан организовать эту работу в зоне своей ответственности. У нас 4 зоны, плюс еще 4 плюс за то межгорье. 4 региональных оператора, которые обслуживают вот эти вот 4 зоны. И, к сожалению, вот даже уже сейчас, в 2022 году, мы фиксируем и мы пытаемся переломить тренд. У нас диспропорция идет размещение объектов сортировки по зонам деятельности региональных операторов республики. То есть на каких-то зонах число объектов мусоросортировки, количество их достаточно для того, чтобы сортировать образующийся на этих территориях мусор. На какой-то зоне этих объектов мусоросортировки просто недостаточно. Фактически вот по зоне номер 2 один объект мусоросортировки. По факту, это возле Нефтекамска. Вот. И, конечно, получается, что этот мусор, весь, который образуется, заходит на полигон, за исключением того вторичного материального ресурса, который извлекается, значит, из него путем раздельного сбора. И хотелось бы отметить, что над этим работаем привлечением внешнего инвестора, работаем путем стимулирования деятельности по проектированию, строительству таких вот объектов. И в планах до 2026 года в республике появление 7 таких объектов, которые именно будут осуществлять мусоросортировку. Я напомню, что полную запись эфира «Аспекты мнений» с участием заместителя министра экологии и природопользования Республики Шамиля Фарахова вы можете найти у нас в YouTube, в наших аккаунтах социальных сетей. Аудиозапись выложена в телеграм-канале «Аспекты». Также весь выпуск выложен на всех подкаст-платформах. Мы продолжим обзор прессы. Коммерсант. Прокуратура проиграла спор с экс-главой Иглинского района. Верховный суд Башкирии отменил решение первой инстанции о возврате в собственность республики участка экс-главы администрации Иглинского района Ришата Исхакова площадью 819 квадратных метров. В 2007 году этот участок без торгов был предоставлен в аренду ООО «Конно-спортивное охотничье хозяйство Ташлы», а позже его выкупил господин Исхаков. В настоящее время рассматривается апелляционная жалоба Ришата Исхакова относительно второго участка площадью более 2 гектаров, который он по решению суда также должен был вернуть. Прокуратура Минского района, как я уже сообщал, проиграла этот спор. Надзорное ведомство просило признать незаконным постановление администрации района от 2007 года, которым участок площадью 819 квадратных метров был предоставлен конно-спортивному охотничьему хозяйству Ташлы, а также договор, который позволил господину Исхакову стать владельцем спорной земли и вернуть участок в государственную собственность. Надзорное ведомство полагает, что заключению договоров купли-продажи предшествовало нарушение требований земельного законодательства, в частности, процедуру изначальной передачи земли Ташлам в аренду, что влечет в недействительность всей последующей цепочки сделок.
Издание напоминает, что в начале этого года глава Башкирии Ради Хабиров на оперативном совещании правительства потребовал создать межведомственную комиссию с участием прокуратуры и проверить, каким образом господин Исхаков получил в пользование и в собственность около 3500 гектар земли в Иглинском районе. От себя я добавлю, что господин Исхаков судится не только с прокуратурой, но судится и с автором передачи дознания на БСТ с Ильдаром Сангуловым и с нами, с каналом «Аспекты». Некоторое время назад Ришат Исхаков был гостем у нас в нашей студии. После этого к нам в эфир пришел его оппонент Ильдар Сангулов. И теперь Исхаков добивается в суде опровержения всего того, что было сказано Исангуловым в нашем эфире. Издание «Пруфы» сообщает о страшной, даже жуткой новости, которая произошла там же в Иглинском районе. В Башкирии живодеры жестоко расправились с 14 лошадьми. Неизвестные выкрали животных с фермы деревни Казанташ. Как сообщали при службе МВД, во время поисков лошадей нашли отстрелянными на территории соседнего Иглинского района. Несколько туш лежали разделанными. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Телеграм-канал «Мышь Баташ» сообщает, что скотник начал поиск по следам копыт. Тела животных нашли в 20 километрах от фермы. Сумма ущерба агрофирме составляет 1,5 миллиона рублей. Действительно жуткая история и жуткие фотографии. Разделанные туши лошадей, застреленные лошади. Это я даже не представляю, кто это мог сделать. Еще одна новость с международной недели бизнеса. Определился застройщик Межвузовского кампуса. Группа «Эталон» и правительство Башкирии подписали концессионное соглашение на строительство и последующую эксплуатацию Межвузового студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня на принципах ГЧП. Концессионером станет ООО «Кампус», 70% доли в котором принадлежит федеральной девелоперской группе «Эталон», а 30% республиканскому ОНО, управляющая компания НОЦ-РБ. В состав современного инновационного кампуса войдут жилые блоки для студентов, преподавателей, гостей научно-образовательного центра на 4,4 тысячи мест, IQ-парк, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр. Общая площадь всех объектов, как ожидается, составит не менее 133 тысяч квадратных метров. Окончательные параметры будут уточняться по результатам разработки проектной документации. Концессионное соглашение заключается на 25 лет. Так, я немножко вернусь сейчас к комментариям, извините. Да, нас тут благодарят. И вот тут также Михаил Николаев спрашивает, аспекты могут дать ролик по изготовлению плитки? Я немножко не понимаю, о чем вы. Какой плитки? Просто уточните, пожалуйста, в комментариях. Итак, планы по созданию сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня были отражены в майском указе президента России Владимира Путина и являются одной из задач нацпроекта «Наука». Об этом сообщает агентство Башинформ. И последняя новость, пожалуй, на сегодняшнее утро. Это федеральная повестка уже. Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии. Законопроект, согласно которому за содействие диверсионной деятельности будут грозить наказания вплоть до пожизненного лишения свободы, принят Госдумой в первом чтении. Документ предполагает ввести уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, вовлечению, призыву и склонению к финансированию диверсионных актов. Также уголовно наказуемыми станут обучение диверсионным актам и создание преступных сообществ для совершения диверсии. Это я к чему? Я вам напомню, что буквально 2 недели назад Управление Федеральной службы безопасности по республике сообщило о поимке диверсионной группы из нескольких студентов, которые поджигали шкафы коммутации и сигнализации вдоль железной дороги здесь, в Уфе. В завершение о погоде.
По данным Башгидромета, днем 15 декабря местами прогнозируется небольшой снег, ветер юго-восточный умеренный, температура воздуха ночью 10-15, по юго-востоку 20-25, днем 8-13, по юго-востоку до 18 градусов. Между тем, вот сейчас ЮТВ сообщает, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что город готовится к надвигающимся снегопадам. По его словам, для чистки улиц от снега дополнительно будут привлечены 225 единиц арендуемой техники. А я вам сообщаю, что сегодня в гостях программы «Аспекты мнений» в 11 часов будет политолог Арсен Шейхметов. Попутно мы будем комментировать поступающие новости из Госсобрания Республики, где перед депутатами с посланиями в этот же момент выступит глава региона Ради Хабиров. Свои комментарии и вопросы вы можете оставлять в чате трансляции, которая будет вестись в YouTube, Одноклассниках, ВКонтакте. Следите за анонсами и новостями на сайте «Аспекты Медиа», телеграм-канале «Аспекты» и в наших аккаунт-сетях, в социальных сетях. Записи программ также будут выкладываться на всех подкаст-платформах. Мы с вами увидимся в 11 часов по эфиру.